Доброе утро, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кто только проснулся, либо тех, кто уже активно радуется вторнику. Вас сегодня встречают Дарьян Кехова и Павел Танин, и это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» НВК Саха. Подтверждаю каждое слово, сказанное только что. Доброе утро всем. Вновь новый день вместе с вами мы начинаем, чтобы день у вас в последующем прошел плодотворно. Самое главное, мне кажется, плодотворно. От этого будет и счастье, и радость, и успех. Поэтому оставайтесь с нами в ближайший час. Много всего познавательного, интересного, полезного мы вам расскажем и покажем, конечно же. Ну а если вкратце говорить, да, о чем мы сегодня вообще будем молвить, это, во-первых, Кубок России по шахматам, точнее, этап Кубка России по шахматам на призы главы Республики Саха-Якутия, который с 24 января по 1 февраля в Якутске проходил. И также побываем с вами на выставке проекта «Я рисую жизнь». Юни-якутяне расскажут, как они создавали книгу ребусов. Также у нас будут обязательно наши постоянные рубрики. Это «Книжная полка». Говорим правильно и финансовая грамотность. Ну а в конце нашей программы мы ждем гостей по месячнику патриотического воспитания в общеобразовательных организациях нашей столицы. Да, ну и помимо этого еще много что будет в ближайшее время. Кроме того, призываем вас подписываться на наш телеграм-канал. Его найти очень просто. Заходите в телеграм, пишите «Слитно утро Якутии», находите канал, подписывайтесь. Самый простой способ: у вас на экране QR-код сканируете своим смартфоном и прямиком на наш канал в телеграме попадаете. Ну и как всегда, в начале нашего эфира мы поговорим о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 50 градусов. В Заречной группе 44-50 ниже 0, в южных 36-41 со знаком минус. В Вилюйской группе до минус 47, в Нижнеленских 45-48. В западных районах 35-43 ниже 0. В Колымо-Нигирской группе Усов 26-54 со знаком минус, в Янских до минус 51. На северо-западе 33-36 градусов ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 43 градуса. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Штиль. Сегодня днем небольшой снег, местами туман. Ветер слабый. Температура воздуха ожидается до минус 36 градусов. Ну и немножко такой мировой информации, так сказать, в формате «пока мы все спали». Число погибших при землетрясении на юго-востоке Турции превысило 2300 человек. Пострадали более 13 тысяч человек. Об этом сообщил представитель правительственного управления по чрезвычайным ситуациям Турции Архан Татар. Более 7300 человек спасены из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ, которые продолжаются уже более 20 часов после произошедшего в Турции землетрясения. Об этом сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям. Действительно, Паша, это, наверное, одна из таких очень главных новостей на сегодняшнее утро, потому что цифры растут, и, конечно, цифры печальные. И многие, наверное, жители сегодня первым делом, как проснулись, первым делом взяли свои гаджеты, чтобы посмотреть, что же происходит в Турции. Да, ну и, к слову говоря, спасатели российские готовятся в Турцию отправиться, чтобы помогать соседям, можно сказать, в решении проблем, спасении людей. Ну а мы движемся далее. И вот давай поговорим с вами о новом проекте. Слышал ли ты что-нибудь про антирак? На самом деле проект называется полностью «Антирак. Поддержка выживших». Он начал объединять пациентов, помогать им в реабилитации и не оставлять поодиночке после лечения. Знаковое событие в наступившем году труда состоялось в Национальном художественном музее. На выставке «Я рисую жизнь» представили свои работы участники проекта «Онковыжившие», чтобы показать, что самый страшный диагноз не повод перестать вести насыщенный и интересный образ жизни. На открытии этой выставки побывала наша коллега Катерина Винокурова. Альберта Пудовна является помощником эпидемиолога в научно-практическом центре. У нашей героини 2 детей и 7 внуков. Казалось бы, впереди счастливая, беспечная старость в окружении близких. Но неожиданный диагноз 2 года назад прозвучал как приговор. Я даже не гадала, никогда не думала, именно это заболевание меня коснется. Никогда не думала. Но когда первый раз сказали, я даже не поверила, как это так может быть. Но приговор-то был, но я дала себе слово, я не сдамся.
я буду бороться. Вот и все. Стоит ради чего, ради кого жить и бороться с этой болячкой. Проект «Антирак. Поддержка выживших» реализуется в рамках гранта главы Якутии по инициативе общественного деятеля Капиталины Алексеевой для поддержки онкобольных. Национальный художественный музей вот уже 5 лет является партнером данного проекта. Когда увидела на своем опыте, что вообще у нас реабилитация очень трудно, и вот я решила со своими единомышленниками начать этот проект для того, чтобы как-то после операции, после химиотерапии, после лучевой терапии помогать таким же, как я. И вообще делиться опытом, как выживать. Потому что я живу уже 12 лет, и это хороший срок, и как пример, да. Но нашему проекту уже 5 лет, и вокруг себя мы объединяем таких же, которые уже это все пережили, которые через все прошли. Участники проекта несколько лет трудились над созданием своих художественных работ, чтобы показать, что страшный диагноз не повод перестать вести насыщенный и интересный образ жизни. Творческий процесс лечит, привлекает внутренние резервы, укрепляет иммунную систему и не оставляет времени на депрессию. Все это важно для лечения людей с онкологическим диагнозом. Раньше, если бы сказали бы нарисуйте, я не смогла бы. Но под руководством нашей красавицы Марии, которая с нами работала, получилось же, видите, что-то получилось похожее. Это первый снег. Это чисто личное такое. Таких фонарей не было, но когда мне молодой человек признавался в любви, шел снег. Вот такой первый снег. Вот поэтому и это нарисовала. В рамках проекта в группах практикуют и глинотерапию, которая показывает очень хорошие результаты. Есть результаты, люди расслабляются, люди раскрепощаются, и они, если раньше они как-то в себе замыкались, скрывали свою болезнь, они скрывались от людей, они не хотели общаться, то теперь мы им внушаем, что нужно делиться бедой тоже. Почему все радостью делятся? Говорят, вот радость приумножается. А когда надо бедой делиться, тогда вот эта беда делится на всех, и уже тебе остается меньше. Это я по себе знаю. Мероприятие стало одним из знаковых событий Года труда в республике. Выставка будет работать в Национальном художественном музее для всех посетителей до 17 февраля. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Артем Алексеев, Якутск. Поистине историческое событие. Впервые в Якутске провели первый этап Кубка России по шахматам. В нем приняли участие 5 международных гроссмейстеров, 6 мастеров ФИДЕ, что говорит о высочайшем уровне турнира и наших якутских шахматистов. Об итогах именно этого кубка мы поговорим сегодня со старшим тренером сборной Якутии по шахматам Романом Ганжуровым. Роман, доброе утро. Доброе утро. Первый вопрос. Чьи имена в списке победителей? Вошли в историю, Лучше. можно сказать. В общем-то, как вы отметили, турнир был очень представительным. 5 гроссмейстеров было приглашено нашей федерации для участия. Это шахматисты высочайшего уровня, кандидаты в сборную России. А сборная России, в свою очередь, это одна из сильнейших сборных. В общем-то, тут, можно сказать, почти без интриги. Первые 3 места взяли гроссмейстеры, и 4-й гроссмейстер. Первое место занял действующий обладатель Кубка России Борис Грачев. Он выиграл в декабре финал Кубка России прошлогоднего. Второе место занял самый молодой гроссмейстер России на данный момент Володар Мурзин, подающий надежды. Мы верим, что он войдет в элиту мировых шахмат. Третье место занял старший тренер сборной России по шахматам, юношеской сборной России Михаил Кабалия. Четвертое место Антон Шамоев, гроссмейстер, который работает с нами, сотрудничает уже давно. Он работает с детьми вместе со мной. У нас в гостях были некоторые из тех людей, которые вы перечисляли, да, тогда мы только говорили о старте, о том, как будет проходить турнир. Ну и, конечно, одним из таких самых ярких событий во время этого турнира был та самая блиц-игра, да, которая была зафиксирована при максимально низких температурах, если не ошибаемся, было минус 52. Да, Дмитрий Кабалия и как раз-таки Володар Мурзин сошлись на морозе. Конечно, возникает вопрос, это все-таки было запланировано или это какая-то спонтанная идея, инициативу эту поддержали участники?
Стоит сказать честно, что это идея как раз-таки вот самих участников этого матча, Михаила Кабалия и Владара Мурзина, потому что мы все-таки, как люди гостеприимные, не решались предложить играть на морозе нашим гостям, но они сами вызвались и провели этот матч, и он прогремел по всей стране, во всем шахматном мире. И, насколько я знаю, даже подана заявка в Книгу рекордов Гиннесса. Вот я тоже хотела спросить, а в Книгу рекордов-то попадем или нет? Ну, вряд ли кто бы еще додумался. То есть до такого. фактически это было так, они приехали и говорят: о, холодно, А почему бы почему нет? бы нам не сыграть на морозе? Тут как раз на руку, да, нам сыграло то, что они застали действительно самый холодный период нашей зимы, когда было 50, а во время матча было минус 52. Они даже интересовались, нет ли еще где похолоднее места. Но когда узнали, что туда добираться долго, то решили пока ограничиться этим матчем. Мгм. Ну вот среди участников турнира 9 мастеров спорта именно из Якутии, порядка 40 участников просто вообще хозяев, ну, собственно, якутян, в том числе сильнейшие юные шахматисты, в том числе возраста игр «Дети Азии» Да. и так далее. Как вообще якутяне сыграли? Для нас это соревнование было настоящим вызовом. Если брать местных шахматистов, условно можно их разделить на опытных, да, взрослых шахматистов, кто уже, может быть, играл на соревнованиях такого ранга, в том числе и я, и молодых участников в возрасте «Дети Азии» и чуть постарше, до 18 лет также было несколько участников у нас. И они очень достойно себя проявили в таких условиях, когда открытый турнир и состав участников очень разнородный. Тут и гроссмейстеры очень высокого уровня, и наши мастера. И притом наш турнир собрал такой состав представительный с точки зрения даже наших местных шахматистов. Многие шахматисты, которые не каждый местный турнир участвовали здесь, играли. Так вот, наши молодые играли успешно, боролись, и даже можно сказать, что настолько были вдохновлены вот этой борьбой, почувствовали этот уровень соревнований, что выигрывали местных шахматистов высокого тоже по нашим меркам уровня, кандидатов в мастера. В общем, как в порядке вещей побеждали. И результаты достойные. Стоит отметить, что вот 12 основных мест было призовых. Из них, сейчас скажу, 3 попало в эти 12. Роман, мы, к сожалению, сейчас вынуждены прерваться на короткую паузу, после нее продолжим говорить о Кубке России. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Российская Федерация заняла 5-е место в списке самых могущественных и влиятельных азиатских стран, уступив Америке, Китаю, Японии и Индии. Так, Штаты удерживают 1-е место в списке самых могущественных стран азиатского региона, а могущество Китая в последние годы было подорвано строгими мерами в борьбе с ковидом и закрытыми границами страны. Оценка силы и влияния государства осуществляется на основании показателей, отнесенных к ключевым направлениям: военный потенциал и оборонное сотрудничество, экономика и экономические отношения, дипломатическое и культурное влияние, а также устойчивость и обеспеченность ресурсами. Добыча угля в республике по итогам 2022 года выросла на 26%, а экспорт на 23%. Благодаря совместной работе предприятий, государства и труду местных кадров республика вернула 1-е место по добыче угля на Дальнем Востоке и вошла в 3-ку регионов лидеров страны. Набранный темп производства продолжается и поддерживается. Каждый сотрудник на предприятии сегодня работает с максимальной отдачей. Правительство России выделило дополнительные средства на программу социальной газификации. Они пойдут в том числе на субсидии ветеранам, малоимущим семьям и другим получателям льгот. Средства распределят регионам на условиях софинансирования. Из них будет выплачиваться субсидия участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям. Размер субсидий составит не менее 100 тысяч рублей. Средства можно будет потратить на проведение работ внутри участка.
Глава республики на еженедельной планерке с членами регионального правительства поставил задачи на предстоящую неделю, среди которых активизация работы по обновлению парка общественного транспорта. Айсен Николаев указал, что нельзя ограничиваться только закупкой. Отметим, что сегодня созданы дополнительные возможности для обновления парка общественного транспорта в регионах, в том числе и в республике. В 2023-2024 годах из средств Фонда национального благосостояния на реализацию проекта будет направлено 44 миллиарда рублей. Участники специальной военной операции после прохождения программы реабилитации смогут освоить новую профессию или повысить свою квалификацию. Комплексная реабилитация для якутян, участников СВО, включает в себя 3 этапа – медицинскую, психологическую и социальную поддержки. В первую очередь военнослужащие получают социально-психологическую помощь, которая направлена на укрепление психологического здоровья и улучшение состояния. Также занимаются лечебной физкультурой, проходят физиопроцедуры и массаж. При обращении в службы занятости участники спецоперации могут получить госуслуги в сфере занятости, в том числе профориентационные консультации, направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для обновления или получения новых компетенций для дальнейшего трудоустройства. Ежедневная работа по спасению маленьких жизней ведется в перинатальном центре республиканской больницы номер 1. Медики оказывают помощь не только тем, кто родился в центре, но и малышам, поступившим из других медучреждений. Нередки случаи, когда к столичным специалистам привозят новорожденных из других районов Якутии. Все они попадают в руки высококлассных специалистов. Патология самая разная. В среднем в год у нас не доходит 300 детей. За прошлый год у нас 290 детей поступило. В основном это недоношенные дети. Они по разной степени тоже по весу. Бывают очень маленькие дети, меньше килограмма. Персонал максимально всегда должен быть готов к оказанию экстренной помощи. Вот сейчас непосредственно видите, как поступил ребенок буквально минуту назад, родился недоношенный. Сейчас ему оказывается помощь. И мы продолжаем наш утренний эфир. Это «Утро Якутии». И до ухода на короткую паузу мы говорили с нашим утренним гостем о таком очень знаковом событии, которое завершился 1 февраля в нашей столице. Это первый этап Кубка России по шахматам. И сегодня у нас в гостях Роман Ганжуров. Он является старшим тренером сборной Якутии по шахматам. Роман, Продолжим. да, но мы уже обсудили и блиц-игру при минус 52, и, в принципе, имена победителей назвали. А сколько всего участников было? 50 участников было, и представлено было 8 регионов, 10 шахматистов было из-за пределов республики и 40 местных. Вот еще, насколько мы знаем, в рамках этапа Кубка России проходили игры, партии, грубо говоря, дети против взрослых. Насколько часто такое практикуется, насколько это полезно, опять же, для детей, а может быть и для взрослых это полезно в какой-то степени? В рамках Кубка проводились дополнительная программа, проводилась мастер-классы, сеансы одновременной игры, блиц-турнир и турнир Б по быстрым шахматам. И все эти турниры были со смешанным составом, взрослые и дети. Это детям, безусловно, полезно, потому что взрослые, как правило, опытные, да, и показывают новые какие-то стратегические приемы, тактические. И дебюты. В общем, это полезно. Также мастер-классы, которые любезно давали наши гости, гроссмейстеры, были тоже очень полезны детям. И сеансы одновременной игры давали возможность нашим детям почувствовать их игру на себе, и тоже были успешные результаты у нас. Роман, раз уж мы говорим о том, что это первый этап Кубка России по шахматам, соответственно, что будет дальше? К любителям шахмат, когда уже опять нужно будет следить за всеми средствами массовой информации, переживать? И в том числе, что ожидает сборную Якутии по шахматам? Что касается Кубка России, у нас, как вы правильно заметили, это самый первый этап был. И очень так знаково, что с востока на запад будут продвигаться эти этапы. И еще 12 этапов Кубка России впереди. Также помимо этого официальные чемпионаты России, они тоже поэтапно проходят. И первенство России в апреле, детское. Тоже очень важное соревнование. И везде Якутия участие примет. Да, мы будем стараться, потому что раз мы провели такое соревнование, мы к нему готовились и хотим закрепить успех и развить его.
Роман, спасибо большое. Ну, желаем успехов нашим спортсменам. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Сегодня 7 февраля, напомним, издревле этот день считался удачным для решения денежных вопросов. В этот день также полагалось сделать добрые дела и других благодарить за оказанное добро. Таковы приметы этого дня. А какими событиями отмечен этот день в истории, узнаем в нашей ежедневной рубрике. На календаре 7 февраля. Сегодня отмечают день рождения огнетушителя, день полетов на Луну, день российского бизнес-образования, день балета, день отправки открыток друзьям. По народному календарю в этот день почитают память архиепископа Григория Богослова. По народным традициям в этот день принято совершать хорошие дела, а также вспоминают и благодарят людей, которые совершили хорошие поступки. Среди торговцев принято носить с собой заговоренный кусочек сахара. Это должно принести удачу в коммерческих делах. В этот день нельзя ссориться, осуждать и говорить плохие слова о других людях. Нанесенные обиды запомнятся надолго. События в этот день. В ходе монголо-татарского нашествия на Русь осадой была взята столица Владимира Суздальского княжества, город Владимир. По указанию императрицы Екатерины II город Порт-Хаджибей переименовали в Одессу. Император Александр II подписал указ об учреждении Главного общества российских железных дорог. Впервые в Советском Союзе на палубу корабля сел летательный аппарат вертолет К-10. С космодрома Байконур осуществлен запуск советского пилотируемого космического корабля «Союз-24». В 2014 году в городе Сочи открылись 22-е зимние Олимпийские игры. В этот день родились Чарльз Диккенс, английский писатель, романист, классик мировой литературы. Олег Антонов, советский авиаконструктор, академик. Дитер Болен, немецкий певец, музыкант, продюсер, участник группы Modern Talking. Анита Цой, российская певица, телеведущая, заслуженная артистка России. Эштон Кутчер, американский актер, ведущий и продюсер. Именины сегодня отмечают Филипп, Феликс, Степан, Петр, Дмитрий, Григорий, Вальдемар, Владимир, Виталий, Борис, Анатолий, Александр. Ну, вот мы говорили до этого о шахматистах, о юных шахматистах в том числе. Ну и, к слову, дети регулярно показывают, что возраст не станет препятствием на пути к успеху. Вот, к примеру, в мире немало и детей-писателей. Некоторым из них даже удается опубликовать свои произведения и стать известными авторами. Так, якутянин, ученик 2 класса Дворца детского творчества, вместе со своими одноклассниками выпустил книгу с ребусами. Более подробно в следующем материале. Кто стоял за внучкой сказки «Репка»? В слове «жук» убираем одну букву сзади, плюс очки убираем первую букву. Вместо буквы «и» ставим букву «а», получается «жучка». Олег Васильев с детсадовского возраста увлекается ребусами. Интерес к нему привила мама. А в школьном возрасте у мальчика это переросло в настоящее хобби. В 1 классе мне предложили, мама Надежда Григорьевна и библиотекарша предложили создать свой сборник ребусов. По словам Олега, придумывать ребусы весьма сложно. Не у каждого получится, да так, чтобы было понятно еще и другим. Это сложность, надо найти сначала какое-то слово, потом второе еще надо найти слово, потом еще какие-то буквы надо найти, и чтобы получилось другое слово, одно. Для составления сборника юному автору помогли его одноклассники. Они с радостью помогли ему с иллюстрациями, и каждый из них нарисовал сказку. Я нарисовал сказку «Репка». В общем, когда я рисовал, мне мама немножко помогла, а так я почти что весь рисунок сам нарисовал. И увидел это в книге, где были ребусы. Я рисовала Аленушка и братец Иванушка. А смотри, вот картинки вам дали определенное задание, и каждый выбирал картинку, сказку сам. Нам Надежда Григорьевна говорила, какую сказку. Почему ты выбрала именно вот эту вот сказку? Я читала эту книгу и нарисовала эту сказку. И мне
понравилось рисовать Аленушка и братец Иванушка. Олег интересуется ребусами садика. В школу он пошел читающим ребенком, и в 1 классе обычно мы проводим научно-практическую конференцию «Первые шаги в науку». И Олег участвовал в этом и занял 1 место, и мы его порекомендовали участвовать на городской НПК, где он занял тоже 1 место. И наша педагог-библиотекарь Мария Алексеевна посоветовала Олегу выпустить эту работу, выпустить как книгу. На составление книги у ребят ушло ровно год. И вот к юбилею Дворца детского творчества издание увидело свет. Сегодня эту книгу жители столицы могут найти в картотеке Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия в электронном формате. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Какие замечательные, а самое главное, талантливые дети растут у нас в республике. Все же молодое поколение, вот благодаря такому материалу, таким сюжетам, мы видим, что они идут в ногу со временем. Да, они вообще начитаны, а некоторые уже имеют свой капитал и разбираются в финансовой грамотности. Вот мы продолжаем наш совместный проект со смарт-библиотекой города Якутска по финансовой грамотности для детей под названием «Финансики». Каждую неделю в нашей рубрике «Простым языком о деньгах» истории происхождения рубля, семейном бюджете и финансовых целях. Будут рассказывать об этом всем Бельчат Белла и Проша. Тема сегодняшнего выпуска – «Как появились деньги?». Мама, папа, а мы открыли магазин. Смотрите, это наши деньги. Мы хотим купить и конфеты, и шоколад. А откуда берутся деньги? Садитесь рядом, я расскажу. Давным-давно люди не знали, что такое деньги. Они обменивались предметами. Например, зерно на топор, а топор на козу. Но это было очень неудобно. И тогда люди начали использовать разные предметы. Морские раковины и монеты. Монеты были медные, серебряные, а самыми дорогими были золотые. На них можно было купить целый дом или лошадь. Значит, самые лучшие деньги из монет? Не совсем. Такие деньги тяжелые и занимают много места. Грабители легко могли найти мешок с деньгами и отобрать их. И что тогда? Золотые монеты начали хранить в банках, а вместо них брать бумажные расписки. А потом появились бумажные деньги, как у нас. Значит, наши бумажные деньги настоящие? И мы можем купить много шоколада? Нет, Проша, настоящие деньги не рисуют. Настоящие деньги выпускает только монетный двор. О, тогда наши деньги не настоящие? Да. Не расстраивайтесь. А знаете, у меня есть идея. Может, вы откроете магазин, а мы с папой станем вашими покупателями. Ура! Я уже знаю, что буду продавать. Ты знаешь, Паша, мне как родителю, например, отрадно видеть, когда вот именно финансовую грамотность мы уже можем продвигать вот в массы детские, да, вот дети могут реально вот посредством таких мультиков узнать что-то полезное, а самое главное, ведь это есть та грамотность, о которой мы все так мечтаем. Мне просто понравилась формулировка, мы наконец можем продвигать ее в массу, сами наконец-то обучились, теперь можно и других поучить. Ну а вообще, чтобы добиться успеха, все мы знаем, что нужно много читать. Чтение это очень полезно, очень развивает и функции мозга в том числе, и так далее. Интересно, что именно художественная литература входит, какая художественная литература входит в школьную программу, потому что школа, мне кажется, самое то время, когда читать можно много. И вообще, какой школьная литература была в Якутии в начале развития? Доброе утро, уважаемые зрители! Начало 20 века – время становления якутской художественной словесности. В это время появляются первые частные типографии, активизируются местные
печать, появлялся первые якутские художественные произведения. Издания были преимущественно на русском языке, сочинения политических сильных и местной интеллигенции. Яркий сатирический характер носила изданная в 1908 году серия «Якутские этюды». Всего было издано 4 выпуска: «Фома и Ерема якутские», «О городских часах, купцах, обираловых и прочее», «Якутская пошехонье» и «Куски на жизнь». Авторы серии были анонимными. Они издавались под псевдонимами Кузька и Макар. Выпуски издавались в типографии Василия Васильевича Жарова. Типография принадлежала Жарову только номинально. Основателем типографии был известный общественный и политический деятель Алексей Алексеевич Семенов, организовавший вместе с редактором газеты «Якутская жизнь» Поповым нелегальное печатно-издательское товарищество. Работали в типографии в основном политические ссыльные. В якутских этюдах высмеивались чиновники того времени, представленные в образах традиционных скоромороженных русских персонажей Фомы и Еремы. Они предлагали читателям инновационные идеи, такие как постройка иконно-воздушной железной дороги, разведение страусов в Якутской области, а также заселение плавучих льдов Ледовитого океана. В фельетонах также поднимается острый для того времени вопрос о продолжительности рабочего дня. Второй выпуск якутских этюдов был написан в форме дневника якутского обывателя, работавшего в местной лавке. Из книги становится ясно, что несмотря на законы, регламентирующие условия труда, из книги становится ясно, что несмотря на изданные законы, регламентирующие условия труда, законы о рабочем времени исполняются из рук вон плохо. Выход якутских этюдов вызвал активную полемику в местной общественности. Например, в июльских номерах газеты «Якутская жизнь» за 1908 год опубликовали несколько критических статей, на которые автор этюдов Кузька незамедлительно отреагировал выпуском 4-го выпуска якутских этюдов, озаглавленного «Кузькина мать» и снабженного предисловием, в котором авторы статьи презрительно именовались вождями полуинтеллигенции. Эти выпуски якутских этюдов вы можете прочитать в электронной библиотеке Национальной библиотеки, а также в разделе «Книжные памятники» Национальной электронной библиотеки nep.ru. Паша, ты знаешь, вот зачастую вообще мы ставим наши рубрики вторника, это «Говорим правильно» и «Книжная полка» рядом. Ну, потому что мне кажется, что это, конечно, взаимосвязано. Потому что иногда ты что-то читаешь и думаешь, а как же правильно это прочитать? Как же правильно это прочитать? Либо, опять же, когда ты ищешь правильное ударение или правильное произношение, ты вновь обращаешься к словарям толковым. Несмотря на то, что, конечно, сейчас проще обратиться к своему гаджету, но все-таки чем больше читаешь. А еще иногда просто интересно, откуда та или иная фраза появляется. Да. Сегодня узнаем происхождение еще одной. Доброе утро, дорогие телезрители! Не все коту масленица. Говорим мы, когда предупреждаем человека о том, что не всегда бывает легко и просто, что его могут ждать какие-то трудности. А вот как образовалось это выражение, давайте размышлять. Во-первых, полный вариант этой пословицы звучит так: «Не все коту маслица, бывает и Великий пост». Именно в таком виде зафиксирована эта пословица в словаре русских пословиц и поговорок Владимира Ивановича Даля. Кроме того, Владимир Иванович приводит еще синоним этой пословицы, который современному слушателю, читателю может быть совсем и не знаком. А звучит этот синоним так: «Не все коту масленица, попу Фомин день». Во-вторых, Масленица – это праздничная неделя перед Великим постом. В эту неделю народ печет блины, ест их, конечно, что-то попадает и коту. Но после этой недели, веселой, праздничной, с гуляниями, наступает Великий пост. То есть время, когда нельзя есть мясное, нельзя есть молочное и нельзя веселиться. Или веселье очень и очень ограничено. То есть, иными словами, если говорить, то после веселья наступает время строгих ограничений. В-третьих, широкое распространение эта пословица получила благодаря пьесе классика русской литературы Александра Николаевича Островского.
у которого есть такая комедия «Не все коту масленица». Комедия своим сюжетом подтверждает содержание старой пословицы. И эта комедия до сих пор пользуется успехом и ставится на сценах нашей страны. Давайте говорить грамотно. Всего доброго! 1 февраля с Дома юнармии города Якутска стартовал ежегодный месячник патриотического воспитания, целью которой является формирование патриотических чувств, а также совершенствование механизмов и форм работы по военно-патриотической работе и созданию условий. Да, и сегодня об этом месячнике мы поговорим с Александром Кузьминым, руководителем учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» Республики Саха-Якутия, и студентом первого курса колледжа ЕКИТ, члена детского юнармейского совета Юнсовет Республики Саха-Якутия Станислав Артыков. У нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, Александр, первый вопрос вам вообще про месячник патриотического воспитания, как он проходит, основные задачи и, может быть, охват. Так, в системе образования у нас февраль месяц ежегодно является месячным патриотического воспитания. Здесь охватываются практически все уровни образования, то есть от начальных классов на старшие классы, плюс еще у нас студенты средних профессиональных образовательных организаций у нас ежегодно принимают в мероприятиях, для этого создаются необходимые условия. Целый месяц у нас помимо традиционных наших уроков мужества, классных часов, библиотечных выставок, смотров песни и строя у нас проводится ряд республиканских и всероссийских мероприятий, то есть региональные этапы, в которые наши школьники, студенты участвуют и принимают участие еще в мероприятиях российского уровня. Здесь все муниципальные районы, которые работают непосредственно по плану республиканского, еще формируют свои планы по месячнику патриотического воспитания и принимают самое активное участие. То есть школьники, студенты, они сегодня у нас являются, скажем так, вниманием не только для наших учителей, родителей, но и общественности. Ну вот один из ярких представителей, да, таких студентов — это Станислав. Станислав, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, как давно ты находишься в рядах юнармии? Я сам состою в рядах юнармии с 2019 года. Это с самого начала создания юнармии в нашем поселке Солнечном, где я с самого начала обучался. Сейчас я обучаюсь, это колледж ЕКИТ. Моя сфера деятельности, на которой я обучаюсь, это, получается, правоохранительная деятельность. Курс обучения — это первый. Также я состою в детском юноармейском совете, это Юнсовет. Все. Ну, по тебе видно, что ты такой парень спортивный, да? Вот ты из Солнечного, да? Сидел, значит, в школе учился, и вдруг откуда услышал, узнал или в первую очередь увидел ребят в такой яркой форме? Кто рассказал, возможно, тебе? Получается, наш главный руководитель, кто создал юнармию в нашем поселке, это Михалюк Ольга Григорьевна. У нас также благодаря ей проводились акции, мероприятия, там «Зеленый патруль», например, помощь пожилым также. Но это все благодаря ей, я узнал об этом в школе с самого начала. И, соответственно, когда переехал в Якутск, уже здесь, нас-то тут побольше, да, и ты, конечно, не мог не прийти в юнармию в городе Якутске. Александр, говоря про месячник, с 1 февраля стартовал, то есть почти уже неделю. Что за это время, может, какие-то мероприятия уже проведены, и что до конца месяца основные, прям самые яркие ожидания? Так, у нас в Доме юнармии, Центра юнармейской подготовки, у нас была проведена всероссийская акция, то есть наши школьники, юнармейцы приняли в акции письмо защитника Отечества. То есть в рамках Дня защитника Отечества наши дети, школьники направляют свои письма нашим военнослужащим. Акция будет еще проводиться на местах, в образовательных организациях. У нас сейчас еще проводится на местах, в районах муниципальные этапы республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс». Это является региональным этапом Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», где наши лучшие из лучших будут принимать в финале
в Московской области, в парке «Патриот». Также у нас будут проведены всероссийские мероприятия, такие как «Парты героя», где в образовательных организациях создаются парты, в котором дети будут, соответственно, и по достоинству иметь честь сидеть в парте герой. Герои спецопераций, такой проект тоже у нас реализуется с этого года по всей России. Также будут проведены юбилейные мероприятия. В этом году у нас 80-летие со дня подвига Александра Матросова за бою в деревне Чернушки Псковской области в 1943 году, а также мероприятие, посвященное 80-летию битвы в озере Ильмень. Будут проводиться республиканские сборы в Чароптинском районе юных карбышевцев. Также у нас среди студентов проводятся республиканские спортивно-интеллектуальные соревнования «Патриот» в городе Якутске, ну и ряд республиканских мероприятий. Программа насыщенная, да? Программа Все очень это за насыщенная. месяц. Забыли еще, да, и забыли еще упомянуть, что совсем скоро песни из строя. Ну, у тебя еще дети маленькие, но все родители, у кого школьного возраста дети, ежегодно сталкиваются с этим. Детишки готовятся, поют, маршируют. Я от своего готовят. участия до сих пор не отошел еще. Хорошо. Станислав, вот сегодня на тебя смотрят многие молодые парни сейчас, да? И вот что бы ты сказал, для чего вот молодому поколению сегодня нужно прийти в ряды юной армии? Вот какие качества ты приобрел благодаря своему участию вот в этих мероприятиях? Ну, первое качество — это патриотизм, это дисциплина, самое главное. Также, мне кажется, вот сейчас молодежь это нужна, потому что как бы молодежь — это первая степень того, то, что она поднимается вверх, как бы, предки идут дальше. Вот, это помощь пожилым, конечно. Настоящий мужчина, мне кажется, можно стать, да? То есть из мальчика можно вырасти и получить основные качества такие, которые по жизни поведут вперед. Получается. Так, Александр, Станислав, спасибо большое. Надеемся, что месячник пройдет как задумано. И, в принципе, еще больше внимания молодежи будет привлечено к движению, и еще больше детей будет вступать в него и, собственно, заниматься. Ну, а мы поговорим, как бы вот действительно юная армия, да, юность, в принципе, помимо того, что какими-то качествами морально-психологическими начинаешь обладать, ты, возможно, и в тонусе всегда, и намного дольше молодым потом останешься. Все верно, Паша, но есть и другие секреты вечной молодости. Вот, например, один из таких секретов от пенсионера из Санкт-Петербурга. Это езда в плавках, на велосипеде, в мороз и купание в проруби. Благодаря своей необычной привычке Юрий Преснов получил известность. Подробности в следующем материале. Обычное утро 60-летнего петербуржца Юлия Преснова начинается с кофе, а продолжается катанием на велосипеде, в плавках и купанием в Неве в любую погоду. Необычный распорядок дня принес известность пенсионеру, и он стал звездой интернета. По словам мужчины, марширование он практикует на протяжении 2 десятков лет. Уже более 20 лет регулярно занимаюсь маршированием, не болею, укрепляю. Каждый день у меня зарядка, я проезжаю там где-то порядка 15 километров, 20 зимой, летом побольше, и купаюсь в Неве ежедневно. Спорт занимает важное место в жизни петербуржца. По словам Преснова, он является мастером спорта в нескольких борцовских дисциплинах. Товарищ пригласил давно, говорит, не хочешь попробовать искупаться? Я попробовал, понравилось, и все. Началось. А моржеванием мужчина занимается для укрепления своего здоровья. Ну вот, надо обязательно первый раз, чтобы кто-то был рядом из опытных купальщиков. Это полезно по многим вопросам. Во-первых, это укрепление здоровья, иммунитета, сердечно-сосудистой системы. Самая лучшая гимнастика для сосудов. И, естественно, закалка организма. У меня даже нет медицинской карты. Это, наверное, тоже о чем-то говорит. При этом мужчина отметил, что не рекомендует начинать подобные занятия без сопровождения опытного купальщика. У меня как раз 27 января был день рождения, мне исполнилось 60 лет.
Я для друзей записал смешное видео, но не ожидал, что разлетится по всему интернету. В конце января мужчина разместил в своей социальной сети видео, на котором он едет на велосипеде в плавках и ныряет в прорубь. Преснов объяснил, что ролик снял с целью развлечь своих друзей. А мы предупреждаем, выход на лед в период неустойчивых температур опасен для жизни и убедительно просим не повторять проделанное на видео. Замечательный пример, да, любви вообще к здоровому образу жизни, и результат налицо. Ты посмотри, какие формы, какой позитивный настрой. Там не только на лицо, там и на бицуху, и на грудные мышцы, и на все. Ну, на самом деле, конечно, вот так в большом уже возрасте выглядеть, но это, мне кажется, многие мечтают. Мечтают. О таком. И Но главное, рассказали, как этого добиться можно. самое главное, немаловажно. что это здоровый образ жизни. И зачастую здоровый образ жизни напрямую связан с нашим питанием. Безусловно, и говоря про это, в России создали отечественный сыр с активированным углем для очищения желудочно-кишечного тракта. Специалисты Российского биотехнологического университета разработали черный мраморный сыр с активированным углем. Это продукт функциональной направленности. Все мы знаем абсорбирующие свойства активированного угля. Сыр очищает желудочно-кишечную систему организма и, как следствие, оздоравливает весь организм, в том числе и сосуды. Так, разработанный продукт способствует выведению токсинов, газов и различных органических соединений, помогает восстановлению работы ЖКТ, снижению диареи, метеоризма, кислотности желудочного сока. Добавление активированного угля производится перед этапом формования, но это никак не сказывается на вкусовых качествах продукта и процессе производства. Черный сыр готовится столько же, как и обычный. Цена продукта также не будет сильно отличаться от других сыров, отметила директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова. В рецептуру сыра входят только отечественные ингредиенты. Для запуска производства продукта не требуется ни дополнительного оборудования, ни дополнительных производственных мощностей. Его можно производить на уже укомплектованных сыроварнях. Видишь, импортозамещение, можно сказать, Мне нравится, сыр. стильно выглядит вот черный сыр. Мы видели черные бургеры, теперь появился черный сыр. Скоро можно будет какую-нибудь еду полностью черную сделать. Черный суп. Черный суп. Все будет. А почему? Ну, черный хлеб же Черные уже... спагетти есть из Да, черный хлеб уже кальмара. тоже как-то уже привычная картинка. Но я думаю, видишь, не стоят все-таки производственные цеха у нас Ну, я на предлагаю месте. передать слово нашим коллегам из информационной службы. Вдруг они знают, что где-то что-то еще, какой-то черный продукт появился. Давайте послушаем. Доброе утро, Якутия. Мы продолжаем освещать самые заметные события. На базе технопарка Якутия создается лаборатория по разработке программного обеспечения и сборке беспилотных летательных аппаратов. Открытие планируется в марте этого года. В ближайшем будущем использование беспилотных летательных аппаратов станет обязательной технологией для многих отраслей экономики региона, отметил глава Якутии Айсен Николаев. Разработанное в лаборатории программное обеспечение позволит не только легко понять и управлять беспилотником, но и решать конкретные задачи, присущие разным отраслям народного хозяйства. Сборка летательных аппаратов будет осуществляться в специальном цехе технопарка. Здесь же будут разрабатываться собственные модели и компоненты беспилотников. Строительство централизованной системы водоотведения планируется в Томоте. Жители города подняли перед властями республики вопрос субсидирования очистки септиков жилых домов. Отмечается, что ранее часть расходов якутян на эти цели покрывалась из бюджета региона, но в 2023 году по решению прокуратуры такая практика прекратилась. Так, в Томоте эта проблема может решиться при положительном решении о строительстве единой системы водоснабжения и водоотведения. Ученые Института мерзлотоведения, а также студенты из Москвы и Китая провели исследовательские работы в Татинском районе на месте спуска озера в другое озеро. Когда мерзлота оттаивает, почва становится мягкой, грунт проседает, формируются овраги, каньоны и появляются озера. Такое озеро посреди леса называют ДД. Исследователи отобрали пробу воды и почвы для химического анализа, провели аэросъемки, сделали описание ландшафта. Георадаром измерили глубину озера, посередине прорубили лед. На месте проруби вода осталась глубиной в 2,5 метра. По словам исследователей, это второе подобное явление в этот зимний сезон.
Эти процессы естественные, они наблюдались и вчера, и 100, и 1000 лет назад, и будут происходить и дальше. Наша задача посмотреть, как эти процессы будут в дальнейшем интенсифицироваться, либо затухать в связи с изменением климата, который вот мы сейчас наблюдаем. Мы группа геофизиков Института Медведоведения. И вот здесь рядом есть второе, еще 2 озера, которые предположительно в ближайшее время, в ближайшие 3-5 лет тоже уйдет. И поэтому, если у нас будет время и возможность, мы еще сделаем там 2 профиля и определимся, какой объем воды там сейчас находится и в каком она состоянии. То есть, может, даже попробуем спрогнозировать совместно с нашими коллегами, когда утекет эта вода. Туристический поток в Якутии достиг до пандемийного уровня по итогам 2022 года и превысил 200 тысяч человек. Традиционно самыми популярными туристическими местами стали природный парк Ленские столбы, ледник Булус, священная гора Харамах-Хая и сплавы по рекам Амга и Ботама. В общем, на эти места пришлось более 73 тысяч отдыхающих. При этом объем платных туристических услуг превысил 1,5 миллиарда рублей. Якутская «Заря» сыграла в результативную ничью с командой футбол-хоккей в заключительном матче регулярной части чемпионата России. Встреча прошла в городце и завершилась со счетом 6-6. В составе якутян хит-трик оформил Роман Аносов, дублем отметился Георгий Потехин, еще один мяч забил Роман Сивцев. У хозяев площадки 4 взятия ворот провел Алексей Трубин, по разу точные удары нанесли Роман Смотраков и Даниил Павлов. По итогам предварительного этапа якутские футболисты вышли в плей-офф турнира с 5-го места Западной конференции. В 1/8 финала они сойдутся с командой, которая финиширует 4-й в Восточном дивизионе. Первая встреча противостояния до 2 побед состоится 25 марта. Очень приходится сейчас самоотверженно действовать всем защитникам. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Первый в Якутии частный исторический музей носит название «Мир времени». Музей более 25 лет, и это одна из самых главных достопримечательностей Южной Якутии. Первый частный музей с уникальными экспонатами в Якутии. Нерюнгринский коллекционер собрал более 6 тысяч редких вещей, говорящих об истории нашей страны, об истории других стран мира. Если в других музеях нельзя ничего трогать, то здесь можно все потрогать своими руками, примерить, испытать на себе. Семейный фотоальбом императора Николая II – один из самых уникальных экспонатов музея. Фото сделаны личным фотографом императора Сергеем Левицким, которого современники называли родоначальником русской фотографии. Первый труд вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова. И тысячи других не менее интересных материальных свидетельств истории России и Якутии хранит музей «Мир времени». Очень хотелось побывать в этом музее, посмотреть. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Я впечатлен, конечно. Мне очень даже понравилось, конечно, от Великой Отечественной войны до скифских, даже римские такие экспонаты. Мы должны передавать это все из поколения в поколение, поэтому я очень счастлива, что побывала сегодня в этом музее. Расскажу своим родственникам и друзьям, кто еще не был, обязательно порекомендую и обязательно приведу сюда своих детей. Любовь к истории, интерес к раритету и изучению предметов старины передалось коллекционеру от его деда, который много лет собирал исторические экспонаты. В этом музее собраны самые различные экспонаты времен с каменного века и заканчивая современной историей. Причем коллекция пополняется постоянно. Среди всего можно найти уникальные предметы, которых нет ни в одном музее мира, в том числе экспонаты, связанные с историей Якутии и историей Нерюнгринского района. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Что значит стремление, и желание и идея? Человек взял своими руками, фактически музей создал. Это посмотри, сколько экспонатов. Что удивляет, не меньше. У нас в столице даже, по-моему, нет такого коллекционера, как есть в городе Нерюнгри. Да? Стоит заехать. А в некоторых городах нет просто музея с таким количеством экспонатов. Поэтому, похвально, конечно. И по доброй традиции, к новостям. Добрым, хорошим, мирным, позитивным. Материнский клич тигрицы попал в объектив фотоловушки в Приморском нацпарке. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» при помощи фотоловушки смогли запечатлеть редкие кадры, как краснокнижная амурская тигрица зовет детенышей.
На видео, опубликованном в четверг, полосатая мать громко зовет малышей. На ее клич прибегают два тигренка 6-8 месяцев от роду, которых хищница одаривает порцией тигриных нежностей. Акустический репертуар диких крупных кошек Дальнего Востока мало изучен, поэтому получить информацию о разнообразии звуков, которые используют тигры и леопарды в социальной коммуникации, большая удача для ученых, говорится в сообщении на сайте заповедника. На территории национального парка «Земля леопарда» обитают 4 вида диких кошек, 3 из которых являются краснокнижными. Это дальневосточный леопард, амурский тигр и обыкновенная рысь, а также дальневосточный лесной кот. В заповеднике расположена крупнейшая в России сеть мониторинга, состоящая из 400 фотоловушек. Это, главное, такой ракурс, что я не могу понять, где здесь тигренок, а где не тигренок, потому что они все такие как будто крупные. Но в целом, что мы можем сказать? Мама, она и в дикой природе остается мамой. Будь то человеческая мама, животного какого-то мама. Замечательные кадры. И вот на такой доброй, позитивной ноте наш эфир подходит к концу. И как всегда, Павел, мы желаем нашим дорогим телезрителям, во-первых, бодрого настроения, хороших событий в течение этого вторника. Ну и, конечно, мы желаем, чтобы погода нас продолжала радовать. Все-таки радовать. Радовать. Вновь начала радовать, я бы сказал, учитывая сегодняшние прогнозы. Но в целом я ко всем словам твоим присоединяюсь, дорогие друзья. Завтра в это же время, в этой же студии, на этом же телеканале мы вновь увидимся и встретим уже утро среды. А сегодня вторник, пусть он пройдет классно.